зовут Камила Кусова, творческий псевдоним Камильфо. Я музыкант, мне 22 года. С раннего детства меня постоянно окружала музыка, то в исполнении мамы, то бабушки. То есть я постоянно находилась в музыкальной среде. Первое именно какое-то явное воспоминание. Не знаю, я постоянно наворачивала круги. У нас был палас в зале, и у него был такой овальный принт. Я ходила вот так кругами, что-то напевала. Это вот самое такое явное музыкальное проявление, раннее, которое я помню. Не было такого, что вот с какого-то момента я там поняла, что это цель моя, мечта и так далее. То есть это вот с раннего возраста просто сидело во мне. Я бы даже не сказала, что это что-то приобретенное. То есть вот как-то само собой разумеющееся будто. Я здесь на время, ты привыкаешь, смотри на меня, потом не узнаешь, в моем окне не видно звездопад, я переезжаю. Именно сочинение музыки, как вот бытовой какой-то процесс, это начало происходить довольно рано, то есть это постоянно какие-то напевы, просто мне не приходило в голову это записывать, я не чувствовала в этом нужды, то есть это просто шло и шло. В какой-то момент я поняла, что это можно собрать воедино и получится песня. Потом я поняла, что есть программы определенные, в которых это все можно делать. И вот на втором курсе я приобрела компьютер, ноутбук, конкретно с этой целью, и с тех пор занимаюсь этим. Это мансарда моего дома, 3-й этаж. Здесь я обычно пишу. Вся необходимая аппаратура тоже здесь. По-разному начинается. То есть иногда я за инструментом что-то сочиняю, иногда это какая-то музыкальная строчка, где уже есть мелодия вокальная и текст. И потом я сажусь, начинаю это все оформлять инструментально. То есть драм-партия обычно, грув, когда я понимаю, какой примерно будет, я начинаю с драм-партий и дальше уже с мелодических гармоний и так далее. Я переслушиваю свои треки только с целью, в процессе работы над ними. Дальше я не могу их слышать вообще. Во-первых, с прошествием времени взгляды меняются, ты понимаешь, что ты мог сделать гораздо лучше с приобретенным опытом. Во-вторых, когда ты работаешь над песней, ты очень сильно эмоционально отдаешься. То есть ты тратишь много времени на это, сил, энергии, и когда продукт уже готов, тебе его хочется просто отодвинуть и забыть. Даже если это хороший, качественный продукт, который тебе нравится. Но именно там ездить и слушать. Не знаю, у меня такое случается, что я там, не знаю, переслушиваю что-то 3-летней давности, просто потому что я вспомнила, а что это вообще было, как это было. И мне интересно бывает свежим взглядом, подросшим, посмотреть на что-то, что я делала в прошлом. Это была песня про бабочку, именно вот полноценная песня, про бабочку, которая живет всего 7 дней, и она рассказывает, чему бы она отдала себя в эти 7 дней. Я ее помню до сих пор, и мне кажется даже, что если ее как-то видоизменить немного, то ее можно вполне спокойно выпустить. Я убеждена, что место, где человек рос, созревал как личность, очень влияет на творчество, которое он производит. Даже в моей музыке прослеживаются этнические, национальные мотивы, просто потому что я росла здесь, и это, безусловно, повлияло на меня. То есть это часть того, что у меня звучало постоянно, перманентно, фоном. Это был самый важный этап в моей жизни. Я считаю, я 4 года прожила в Москве, и за эти 4 года и жизненный опыт, и профессиональный опыт. Мне кажется, что именно там я и повзрослела в целом.
во всех смыслах. Было сложно, но меня очень сильно подогревал интерес. Поэтому у меня никогда не было желания там вернуться домой. То есть за год учебы я возвращалась только в Новый год, и то не всегда, и летом. Это случилось незапланированно, то есть я вернулась на лето, и получилось так, что за это лето я нашла ребят, с которыми я начала сводить материал, снимать визуал на аудиоматериал. И как-то сложилось так, что я поняла, что нужды возвращаться обратно, и меня нет. Я считаю, что вполне возможно популяризировать осетинский язык в рамках искусства и музыки, если уже брать. Критика будет в любом случае, с этим мы ничего не поделаем, я к этому привыкла. Но, тем не менее, я считаю, что лучше вступить в это, там, не знаю, вытерпеть это все, и итоговым результатом будет хотя бы то, что будет что слушать на осетинском языке. Я думаю, что в любом случае нужно вступить в это. Я знаю, что это будет сложно, но у меня, допустим, есть невыпущенные какие-то работы на родном осетинском языке. Это в любом случае будет какое-то новаторство, но я думаю, что это интересно, и это нужно развивать. Сейчас я вам покажу небольшой отрывок осетинского трека. Пока что не могу сказать, когда я его выпущу. Мне хочется его довести до лучшего вида и жанрово более интересно его оформить. То есть хочется оставить национальную составляющую и при этом внести какое-то новаторство в гармонии, в инструментал, добавить скрипичных каких-то инструментов. К написанию песни на осетинском языке меня подтолкнуло. Мы снимали на предыдущий релиз визуал. Это все происходило в горной местности, степи, реки, озера и так далее. И меня очень вдохновляет вот эта рельефность высотная. И мне очень нравится звук, который можно воссоздать с мыслью о всех вот этих вершинах, которые нас окружают. Я думаю, что молодежь как раз-таки отталкивают вот этот поток критики, который на них сваливается, когда они пытаются внести какое-то новшество, и в их голове, в их душах они делают что-то положительное, что-то полезное. И когда они сталкиваются вот с этим потоком, для меня это очень странно, но я знаю, что я не буду обращать на это внимание. То есть я просто понимаю, что это нужно делать. У меня вот, честно говоря, есть ощущение, как будто бы нужно отрезать от себя какие-то части для того, чтобы поместиться вот в эту рамку. Я это не делаю и не собираюсь делать, но вот это ощущение, оно все равно как бы преследует. Даже с самого детства. То есть в детстве у меня не хватало, наверное, духа отстаивать это. И сложилось все равно какое-то представление обо мне привычное уже. И поэтому мне сейчас вдвойне сложно бороться с этим и расширять это. Тот же Кишин Фандер, то есть он вписывается очень хорошо в современную музыку.
обычная гармошка. Я и пробовала что-то такое. У меня есть какие-то старые записи, где мама играет на гармошке. И в целом, когда я это представляю, как это может звучать в конечном итоге, это, безусловно, есть в планах, и это будет, не скажу, что в скором времени, но я займусь этим. Есть определенно какие-то инструменты, которыми я, как мне кажется, не владею. У меня сейчас передо мной стоит задача просто работать над материалом и выпускать его теми силами, которые у меня сейчас есть, с теми возможностями, которые у меня сейчас есть. Определенно это можно было делать лучше, на более широкую аудиторию, но пока что я работаю самостоятельно, то есть у меня нет лейбла, людей, которые занимаются продвижением, и я использую доступные для меня инструменты. Предложения по сотрудничеству с лейблом у меня были, но я отказывалась в силу того, что там слишком ограничивали меня условиями. Я уверена, что если бы я согласилась, то, возможно, сейчас больше людей слышали бы обо мне, но это был бы абсолютно не тот материал, который я хочу выпускать и продвигать. Мне кажется, я питаю иллюзии, что можно и сохранить собственный стиль, и при этом, чтобы слушала широкая аудитория, но я понимаю, что это не так просто, и все-таки в какой-то момент я даже пришла к тому, что любое альтернативное звучание можно сделать коммерческим и слушабельным как бы для бытового слуха. И вот сейчас я пытаюсь это сделать. Это не значит, что я намеренно упрощаю что-то. То есть я не скажу, что я там теряю какие-то вот оттенки себя в этой музыке, когда я пытаюсь что-то видоизменить для того, чтобы это было более привычно, опять-таки, к уху. Мне кажется, я постоянно в поиске. То есть сейчас я на том этапе, когда мне комфортно в данном стиле. Я, мне кажется, разбираюсь в нем, начала разбираться. И понятное дело, что я не собираюсь останавливаться на нем. Мне хочется постоянно что-то новое пробовать. Первый сингл, сам трек, на самом деле, был написан где-то 1,5 года назад, просто под клавиши. Я его наиграла, он очень долгое время у меня лежал. И в какой-то момент там, опять-таки, листала демки, пыталась понять, над чем из этого мне хочется сейчас работать, потому что нового у меня на тот момент не писалось. Очень часто бывает полезно углубиться в что-то старое, и очень часто что-то отдельное там находится. И я просто по-новому пересобрала, одела песню, если так можно сказать. Мне бывает сложно в момент того, как я переживаю, что-то писать. Это обязательно должно пройти, и потом я как будто бы со стороны, так свысока, начинаю оглядывать, что это вообще было. Вот, допустим, у нас проект. Здесь основной костяк скелетный уже есть, инструментальный. Записана какая-то часть вокальной капы. С хип-хопом, наверное, у меня какое-то время были такие отношения. То есть мне нравилось это слушать, но я себя не видела в этом жанре. Но, мне кажется, можно совмещать, опять-таки. Даже вот в треках, над которыми я сейчас работаю, есть какие-то вставки, где это явно хип-хоп, при этом с примесью там той же электроники, этники и что мне свойственно. То есть все это можно совмещать. Мне не хочется выбирать какой-то вот определенный жанр и в рамках дозволенного в этом жанре двигаться. Мне очень нравятся мельчайшие диссонансы. То есть мне не нравится, когда вот в общей гармонии нет ничего выбивающегося. В плане инструментала мне очень нравятся какие-то резонансные звуки, такие синтетические. С ними очень легко переборщить, но если их использовать в меру, то это очень круто звучит. Мне нравится сэмплировать какие-то бытовые звуки. То есть звук, когда там банкомат деньги отсчитывает, поезд, какое-то, не знаю, жужжание полуумирающей мухи, там, мотылька какого-то. То есть очень много звуков, которые, они на самом деле очень интересны, их можно раскрыть
Их можно, я не знаю, переиграть по-разному. Один и тот же звук, в зависимости от контекста музыкального, куда ты его засунешь, он может абсолютно по-разному звучать. Запрети мне быть рядом с тобой. Заперти оставаться одной. Том Йорк, Севдализа и Арка. Но Арка мне больше нравится по звучанию. То есть у него там мало текста вообще, это какая-то... Это даже музыка очень странно назвать, это какой-то набор звуков, который вот он соединяет между собой. И в свое время, когда я вообще услышала это в первый раз, я не поняла вообще, что это. Голые плечи, мокрый волос, небе размяк, сиплый голос. Если есть идея, то силы всегда найдутся. То есть ты не будешь чувствовать нехватку сна, нехватку там еды, можешь вообще об этом забыть. То есть главное вот горящая идея, тело вот это в голове, а дальше все, мне кажется, подтянется к этому автоматически. Очень сложно бывает, вот, допустим, когда есть вдохновение, я занимаюсь написанием именно вот текстов, мелодий и так далее. Какие-то технические моменты, ну там вдохновение не нужно, нужна просто вот моторика и сконцентрированность. Вот это мне очень сложно дается, меня это даже запаривает немножечко. Но это неотъемлемая часть работы. Мне очень мешает чрезмерная требовательность к себе. Очень сильно. Это сказывается на теле, это сказывается на состоянии. Хочется в какой-то момент просто отстать от себя, но как будто бы не получается. Иногда нужно отдыхать, там, дать себе успокоиться, вообще не думать ни о чем. Но даже если у меня это происходит, то с огромным чувством вины и чувством долга перед собой потом. То есть я должна это восполнить в 3-кратной мере. Мне это сложно почему-то называть мечтой. То есть я понимаю, чего я хочу. С детства я это понимаю. То есть у меня постоянно перед глазами в мыслях одно и то же. У меня не менялись цели мои. То есть вот конечный итог один. Мне очень хочется огромной сцены, огромного зала, множества людей. Мне кажется, это вполне возможно. Несмотря на то, что бывают моменты, когда ты думаешь, что-то вот не то, как будто бы обманчиво это все. В какой-то момент так кажется. Но это в моменты бессилия какого-то. Бывает такое тоже. Но в целом, мне кажется, это вполне реально. А может, я с тобой останусь, останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыхание ветра. И вот когда я смотрю на себя там через 10 лет, в моей жизни в любом случае есть музыка. И не в той форме, в которой она сейчас. То есть не на узкий круг, а мне важно быть услышанной. То есть раньше у меня была потребность только в том, чтобы писать. То есть пишу, никто не слышит, никто не видит, но мне хорошо от этого. Сейчас мне от этого нехорошо. То есть если ты это не выпускаешь, если это не выпускаю, меня это начинает отравлять. И сейчас мне важно быть услышанной. То есть если я смотрю на себя через 10 лет, мне просто хочется видеть себя услышанной, потому что меня это немного успокоит.